Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская республика». В студии я, Лейла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Активными темпами. Рамзан Кадыров провел инспекционную поездку по ключевым объектам Грозного. Как протекает процесс строительства, смотрите в этом выпуске. Профилактика – верный шаг к здоровью. Профилактика, на ранних стадиях дает практически излечивание этого заболевания. В мире сегодня каждый год берется до 14 миллионов на учет. Всемирный день борьбы против рака граждане смогли пройти бесплатную консультацию. О важности регулярных медицинских осмотров расскажет наш корреспондент. Инновационные решения. В этой секции участники используют два языка программирования на выбор – C# или Python. Нужно решить 8 задач, простых в понимании, но сложных для исполнения. Среди средних образовательных учреждений состоялся региональный чемпионат по информационным технологиям. Квалифицированные эксперты поделились своим опытом. В очередной раз глава региона проверил ход строительства нового района имени Владимира Путина, а также реконструкцию улицы имени Асламбека Шарипова. Рамзан Кадыров дал положительную оценку текущему темпу работ. Продолжит Турпалали Тайсомов. Очередной осмотр результатов крупного строительного процесса руководитель субъекта традиционно провел вместе с членами правительства и мэром столицы. Рамзана Кадырова ознакомились с тем, как реализуются его поручения в процессе возведения района имени Владимира Путина. Градоначальник рассказал обо всех деталях и нововведениях, что сейчас воплощаются в жизнь на территории, где расположится 150 многоквартирных домов, со всеми удобствами, которые только можно представить современному человеку. Стройтехника работает в несколько смен. Любая погода позволяет трудиться во благо будущего инфраструктуры. Жители активно скупают квартиры в домах, причем по доступным ценам от застройщика. А все потому, что процесс строительства в самых надежных руках, и в качестве можно не сомневаться. Об этом руководитель субъекта говорил неоднократно в ходе совещаний и подобных инспекций. Пока горсу товара, хороший подземный переход широкий. 92 метра ширина его улицы. Юга полоса, биасия, дублер борсу, и полоса асфальтовая борка. Юг райочо, парка, юг 15 метров шир, электроч. Первое время елче на цунце, школа, садика, тоже что больше аллея. За районы, новый район, более статус населения предусмотренную. Новый район, более 350 тысяч квадратов коммерческий объект, коммерческий объект, социальный объект, управляющая компания, более 20 тысяч рабочих мест создателей в новый район. Рамзан Матович, за поручение аренды дом хоздамаш уша хаютой, война в стиле, война дом придумать пиел. Солнцевой мэрия Йолчига, Харсан дом предусмотреть на образ Харуа, Жиги Клад, Верта Дольша, Бурка и Заюш.
زادوا ماري يوكل هر بندات تنتي إيش بهذا نلوبو ضيعكم شباب حسب ولا بتاعها وين أسكن ستيله وين تواب شيء أنا وجاية أنا إنسان بندات دور كاي وش شيء دوغوش أوقع يوم كوارتير شو إنسكولنا بريك شكوش более 33 тысяч квартир находится. Тунага 19 200 чем-то квартир на уже дается из-за более 60% урожая. Вот абонт хватает за 1000 квартир. На док буктового исламский рассрочку говорит другой банки. Это конкурсы мир нахан. По камере квартира умратилович. Их путевка разыграна. Строительство новых школ, детских садов, подводка к ним всех коммуникаций, благоустройство территории – все это возводится сразу, причем на каждом участке с соответствующими специалистами, которые следят буквально за каждым процессом. Трудятся они в несколько смен. Рамзан Кадыров подчеркнул, что поручения должны выполняться строго в срок. Примерно рабочая группа, как строитель муслимут подъем, каждый день حقها рабочая группа подъема, образ дыхания, бечен حلقي ونوع طريقة كويس، إيه 10 دقايق شو يديون، شيء коммуникация, شيء يديون، نجى أو подход شو إيش تعملون، إيش يديون، то есть в этом плане يديون حقها ده وهيتم. كزميري ثاني هو ده ودي وموسون شيء عالي دين عبد الباسكول سيد ده ما كذا الناس تعيش شو عندهم كاش دين عروس ده في كل صعب ده مش هي تيزا جوت شو تاع لوردي تي عمال فتن سروق شات مسلم سوق كاسيت شو يو إيساس أسات أول بدو استوى سروق شواري تنتي بول شابل يلقروش هذا ما نقول شاب تنتي بول فوق أبو شو داش جرانيت برضو شبروشات уже заказать а وايد канализация бытовая канализация واحد يشوف في قاعد سنير لانه كنت بكون طبعا ايوه شو دي водопровод عارف زي ده والله практически планируем в ближайшие 2-2,5 месяца полностью завершить это тузан وايد لنا ديارة صور هاي لنا комплекс работаешь ويشتى اساس سوا صار عيال داو ماشيش ناوس مثلا إذا ماشي أنه تبغى تسوي كرشة كده أوكي قايل شو نسي وديش نو خليها شو يجي موسى بعيرة ممكن تقول أفرج إنه ما يقدر ده ساعات يبغى ما تسوي شايف جزيرة ويبدأ حال غاز صنوع دون سبوتك بين صنير دون تنو ماشي كلام دون بيتزا تيش أدم زادي سبير Мелек дом, дорогие задействованы, любой дом, министерство, ведомство, большое, любой, что почти задействовано, сразу дом, поручение выполнено, и еще. Мой есть, и все проблемы. Дай дать свой бог, а сейчас один шаг я молодой дом, еще молодой бог. Молодой дом, то есть هذا وش متر وش دون كنيكو دون نتردد ولا أدمستراجي شيء متر يدور فبرايز شيء متر كلمير شوز دينا مثلا في شيء بابت كلمير شو ده كده هو بيسوي فيش يقول شو ده يقول شو أتجاهل كلام وش ده يقول لهم النظر بايو بيكون في شو توقع ما هو شو ده كده لابد أترزق في الشباب يقول أترزق Как рассказал начальник участка, сроки строительства соблюдаются точно. Материалы поступают всегда вовремя и помогают даже опережать время. Все благодаря чуткому вниманию властей субъекта. Газоблок у покладки у нас практически на стадии завершения. У нас ведутся на данный момент фасадные работы по укладке утеплителя, как мы видим. И сзади у нас на парковке по железобетону тоже у нас на первом доме заканчивается. Мы уже на стадии завершения мы завершаем монолитное перекрытие, армируем там.
и скоро у нас заливка. Также Рамзан Кадыров осмотрел ход реконструкции улицы имени Асламбека Шарипова. В частности, он увидел процесс возведения нового моста через реку Сунжа. Он заменит тот, что уже демонтирован, и вызывал трудности по пропускной способности. Сейчас здесь забивают сваи под опору. Путепровод станет гораздо просторнее и крепче своего предшественника. Рабочие соблюдают весь процесс изготовления до каждой мелочи. Дальнейшие планы по реконструкции озвучил в том числе и первый заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр автомобильных дорог Исат Умхаджиев. А мэром Грозного были отмечены плюсы для пешеходов. Места на мосту хватит абсолютно всем. раньше времени доллара, да. Самый главный, их махали середину кругу, это по бокам еще проблем порядка. Еще всех надо. Я себе атаку чуть меньше попробую. И бензин я себе. И свай еще надо смотреть, что 21 метр. Пока 19 метров, жабок и сунжи буга. А дальше 3 метра или бахта. А халлы старые технологии. Мухлы, мы бугудану бетон его нам где-то 6-7 метров. Бугудан же. Царицей кольчики тоже. И что арматур шалаю, кольч сиядок, ищу бетон его, ищу халлы. Этим сейчас он духлери как. Уже шея, когда хуабе был бешбон, как низ цала резиденция, фото ждала. هاي جرانيتو بروشات كبردور وايلون جرانيتو بدون بشا كده خنكال سكا إيش جرانيتو إيشوتش نكاتشل سريون سجا شست بوس نهرموني أوكي رابول بالإيش كواعش أبغى شست بوس كده بيسني دوست كمان أنا واو أبرجون عندنا صار دينا بيوسن بريجاتش بيوسن بيت بيوسن دويتش دينا بيوتش По словам бригадира участка Хизира Чупанова, видеть то, как глава региона сам приходит и приятно отзывается об их работе, дает сильную мотивацию трудиться еще усерднее и стараться сделать все качественно и досрочно. Все эти воплощения стали обыденностью для нашего региона. Сегодня больше удивляют не только масштабы полезных объектов, но и скорость их открытия с высоким качеством. Торпал Алита Исумов, Мадина Нуцалчиева, Сайд Эмин Мусаев, Ислам Нацуров и Сайд Селим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Мэрия города Грозный активно занимается реализацией проекта подключения окраин столицы региона к системам водоснабжения и водоотведения. На данный момент осуществляется укладка магистрального водопровода по улице Ибрагимова и Саратовская, протяженность которого составляет 1210 метров. Этот проект направлен на улучшение инфраструктуры города, обеспечивая надежное водоснабжение как для строящегося нового правительственного комплекса, так и для местных жителей. Мэрия координирует работы, следит за качеством выполнения задач, чтобы гарантировать завершение проекта в срок с соблюдением всех необходимых стандартов. Всемирный день борьбы против рака в Грозном прошли профилактические мероприятия, где большое количество людей смогли бесплатно провериться у врачей разных профилей. О важности профилактики и ранней диагностики в сюжете моей коллеги. Пока ученые всего мира пытаются найти лекарство от рака, основная цель медицинских работников сегодня – выявить его на ранней стадии, так как многие виды этой болезни, которые когда-то считались смертельным приговором, теперь могут быть излечимы. Проверить свое здоровье на риск развития онкологии жители региона смогли бесплатно. 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком. В честь этого в столичном онкологическом диспансере состоялся День открытых дверей. Цель Всемирного дня борьбы против рака – акцентирование внимания общественности на глобальности данной проблемы, повышение осведомленности населения о раке, призыв к профилактике, лечению и выявлению данного заболевания.
Сперва пациент проходит регистрацию, если у него есть желание проверить определенные органы, будь то желудок, легкие и тому подобное, то его направляют к профильным врачам. Если же специалист видит надобность в дальнейшем дообследований, он выписывает пациенту направление на исследование, которое в рамках акции можно пройти бесплатно. Все желающие могут пройти консультацию наших специалистов-онкологов. Вот по результатам непосредственно этих консультаций каждый желающий сможет получить тот или иной вид диагностических услуг. Вот если нужно будет провести ультразвуковые исследования, наши специалисты, безусловно, проведут это исследование. Также ряд других более сложных исследований, включая и эндоскопические исследования. Рак – это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Онкология представляет собой активное прогрессирующее патологическое разрастание атипичных клеток, заменяющих нормальные ткани. Служба онкологическая за последние 10 лет, благодаря главе Чеченской Республики, Министерству здравоохранения, сделал прорыв. И мы сегодня работаем в масштабе региона нашей Российской Федерации. Все виды необходимой помощи, обследование, диагностика, обследование тяжелого КТ, МРТ, УЗИ. Специалисты укомплектованы 90-80% по всем направлениям. Многие виды рака легко диагностируются на ранних стадиях, что позволяет победить онкологическое заболевание результативно и эффективно. Однако мешают этому иногда сами же больные. Врачебный стаж Зелимхана Абубакарова 9 лет. В Чеченской Республике он работает вот уже полгода. До этого трудился в Саратове. Онколог отмечает, что отношение людей к болезни в нашем регионе оставляет желать лучшего. Халатность становится настоящей проблемой не только для пациента, но и для медиков. У нас, честно, этого диагноза, именно наших касательно онкологических заболеваний, боятся даже произносить его. Но это такая особенность, потому что они видят вот друг по другу, какие-то советы дают, то соседи посоветовали принимать лечение, не обращаться к врачам, то нельзя проводить биопсию, болезнь распространится. Слушают какие-то мифы, нежели чем обратиться к специалисту, получить квалифицированную помощь. Там люди вовремя обследовались, то есть в других регионах России из-за того, что вовремя проходят диспансеризацию, не откладывают состояние своего здоровья, даже если ничего не болит у них, они обращаются и проверяются. Вот это основной аспект, который нужно исправить, и в направлении которого нужно прилагать больше усилий и работать. Мы сами не справляемся с этим, то есть медперсонал, врачи, учреждения. У людей должна быть осознанность того, что если даже у них ничего не болит, они должны хотя бы раз в год проверяться. И путем этих проверок они могут выявить все на ранних этапах, на ранних стадиях и избавиться от этого недуга. В ходе мероприятия было проконсультировано 138 человек, из которых 11 были выявлены с необходимостью дальнейшего обследования. Это еще раз подчеркивает важность регулярных проверок и ранней диагностики для успешной борьбы с онкологическими заболеваниями. Мадина Нуцалчиева, Ислам Ибрагимов, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Стартовал региональный чемпионат по информационным технологиям для молодых людей. Проходит он по 3 компетенциям: системное администрирование, программирование и верстка веб-сайта. В виртуальный мир IT погрузилась Валентина Гусевская. Гении кодирования и алгоритмов собрались в Грозненском государственном колледже информационных технологий. Чемпионат High Skills в учебном заведении проходит 5-й год подряд и уже 2 года носит статус регионального. Такое решение было принято организатором – Министерством образования и науки Чеченской Республики. Данный чемпионат является таким стратегическим мероприятием в системе образования по демонстрации обучающимся студентами своих навыков, знаний и компетенций в этом направлении. Сегодня в чемпионате принимает участие уже 10 команд из различных профессиональных образовательных организаций и 1 команда из общеобразовательной организации. Это Республиканский комплекс общего дополнительного образования, на базе которой в рамках национального проекта образования у нас создан и функционирует IT-клуб, где также детей обучают навыкам и знаниям по цифровым компетенциям. В актовом зале колледжа участников распределили по 3 компетенциям: системное администрирование, программирование и верстка веб-сайта. Всего 35 студентов из учреждений среднего профессионального образования. Тут я участвую первый раз. Захотел участвовать из-за того, что тут есть мое направление, мне это нравится.
Почему бы и нет? Посмотреть, на что я способен. После объявления старта участники отправились на площадки проведения в Грозненский государственный нефтяной технический университет, Чеченский государственный спортивный колледж, кто-то остался в колледже информационных технологий. Здесь проходило системное администрирование. Первое задание – обжим витой пары. Необходимо правильно соединить провода интернет-кабеля за 6 минут. Богдан Донсков признается, готовился к соревнованию с другом до 3 часов ночи. Мы сайты делали через Python, через Java делали, потом систему администрирования тоже пытались это все как-то понять. Точнее, более лучше, углубленно изучить это все. Надеюсь, получится у нас. Цель, но главное, естественно, выиграть у нас. За действиями участников наблюдали приглашенные эксперты, специалисты в своих областях. Среди них руководитель направления разработки диджитал-агентства «Единство» Зураб Муциев, выпускник Грозненского государственного колледжа информационных технологий. Сегодня он с командой создал уже более 200 сайтов для организации республики и разрабатывает мобильные приложения. Я думаю, данное мероприятие очень важно для молодежи, потому что оно объединяет этих ребят, они знакомятся, они обсуждают, идет развитие коллективного разума, что очень важно. И хотелось бы ребятам также сказать, что важны скиллы не столько именно информационных технологий, что им надо охватывать все направления науки, учитывая и русский язык, и литературу, и историю, потому что важны качества предпринимательские, то, как они будут продвигать свои проекты. Потому что почему важен русский язык? Им надо заключать договора, им надо готовить коммерческие предложения. Почему важна история? Им надо все-таки понимать, как занимались, как все это развивалось. Задания по программированию составили на примере жизненных ситуаций. Одна из них – рассчитать расходы условной Айшат за месяц. В этой секции участники используют 2 языка программирования на выбор – C# или Python. Нужно решить 8 задач, простых в понимании, но сложных для исполнения. Награждение лучших участников, успешно справившихся с заданиями, пройдет 6 февраля. Среди наград подарки и денежные вознаграждения от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Валентина Гусевская, Магомед Басаев, Сайтселим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. На территории Грозненского дендрологического сада состоялось экологическое мероприятие. Участие в нем приняли дети из эколого-биологического центра. Какая работа была проделана юными защитниками братьев наших меньших, расскажет Алинда Джамалдинова. Солнечный день стал отличным фоном для экологического праздника, где каждый участник мог почувствовать свою причастность к заботе о природе. Мероприятие прошло в рамках всероссийского конкурса «Эколята. Друзья пернатых». Молодежь и подрастающее поколение должны знать, что все-таки это первое, это то, что должны обратить на экологию. Мы прекрасно знаем, что глава республики Рамзан Ахматович Кадыров уделяет особое внимание развитию и для улучшения экологической направленности в республике. По всей России и в мире у нас происходят глобальные изменения, это потепление идет. Поэтому все-таки любое направление, любое мероприятие, которое мы проводим, это в первую очередь обращаем внимание на сохранение природных ресурсов. Смех и улыбки ребят из Республиканского эколого-биологического центра, их гордость за сделанное дело и желание помочь пернатым – именно так выглядела атмосфера этого замечательного события. Дети сделали игрушки-кормушки из натуральных материалов. Они подготовили 30 скворечников и 10 кормушек, которые установили на территории дендрологического сада. Скворечники, развешанные по всему саду, стали символом заботы о родной природе и дружбы с ее обитателями. Мероприятие не только укрепило чувство единства и ответственности у подрастающего поколения, но и вдохновило всех участников на дальнейшие свершения в защиту окружающей среды. Дети будут знать, что если ты повесишь эту кормушку, хотя бы конструкцию этой кормушки будут знать, как, что сколачивать. Сегодня здесь повесят, завтра у себя дома, завтра у соседей, может быть. Все для пользы. Это привитие любви и заботы детей. Вот чтобы у них было это чувство, что надо заботиться о животных. Представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики поддержали юных экологов, вручая им подарки в знак признания труда и инициативы. Этот день запомнится как праздник доброты, заботы и любви к природе. Лимда Джамалдинова, Сайтселим Ампукаев, Хусейн Мурдаханов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах. С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.